Отец Херувим, уныние – это грех, но грех предаваться унынию, когда вокруг столько грехов. Ну да, действительно. Ну вот нам помогают бороться вот наши питомцы. Ну это тоже отчасти. Но и, конечно, да, предаваться страстям и порокам, и тем более унынию вообще ну, я считаю, не нужно. Борьба с унынием – это, в принципе, путь духовной жизни. Самое главное и самое первое лекарство – это сам Бог. Психологи, как некоторые говорят, вот возьми чистый лист бумаги и поставь на нее точку. То потом объясняют, что вы посмотрите, все описывают черную точку, но никто не описывает огромный белый лист, который покрывает всю эту белую точку. Вот так же и у нас с нашими унылостями. То есть это как черная точка, которая вокруг огромный мир, который Бог нам дал, все нам дал. То есть мы надеемся на свои силы, а своими силами мы ничего не можем сделать. Потому что как бы мы ни старались, все равно нам нужна божественная помощь. Божественную помощь мы можем получить, конечно, исполняя какие-то свои молитвословия, которые мы знаем. Конечно, как-то наполняя свою душу какими-то положительными моментами, помощью, добрыми делами. Это все, безусловно, важно. Важно не забывать храм и важно не забывать о регулярном причащении. А причащение, участие в причащении, кстати говоря, называется таинство Евхаристии. Евхаристо по-гречески «благодарю». То есть благодарение. Опять-таки все сводится к тому, что нам нужно участвовать в благодарении. Нам нужно благодарить. И если мы будем благодарить, то, в принципе, и уныние, и все эти депрессивные моменты будут отодвигаться. Меньше становится раздражительности, меньше становится какой-то злости, меньше становится как раз унылости в нашей жизни. Если мы будем регулярно обновлять себя вот в причащении. Почему? Потому что мы каждый день что-то едим. Ведь сколько раз за день мы кушаем? А чем питается душа? Ну вот что она кушает? Кушает только то, что мы можем предложить вот в духовном аспекте всей нашей жизни. А главный духовный аспект – это сам Бог, который в таинстве причащения в нас вселяется. Это самая важная пища и самое важное питье. Как бы нам не было тяжело, всегда есть Бог, который утешит. Всегда есть мать, которая погладит по головке, отец, который пригреет тебя и скажет, что да ты не бойся ничего, не страшись. Как раньше говорили, 3 к носу, и все образуется. Да?